Здравствуйте, это телеканал Якутия-24, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов, прямой эфир, смотрите в выпуске. Высокоскоростной интернет за полярным кругом в Оленёкском районе проложили волоконно-оптические линии связи жителей. С событием поздравил Айсен Николаев. Борьба с коронавирусом в Якутии. Поступили бесплатные лекарства, предназначенные для амбулаторных больных с COVID-19. Стартап-депо. В рамках этой программы впервые якутские разработчики представят свои проекты. Готов к труду и обороне. Возобновлен прием и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Якутии. Проблема бездомных собак. В Ниренгринском районе жителей беспокоят бродячие животные. Сюжет из «Серебряного бора». Участвовать может каждый. В России будет проведен очередной социально значимый проект «Всероссийский правовой юридический диктант». В Оленёкском и Венкийском национальном районе завершено строительство волоконно-оптических линий связи. Жителей района с этим важным событием лично поздравил глава республики Айсен Николаев, который сегодня работал в Оленьке. Это первый арктический район Якутии, который перешел со спутникового канала на оптические линии. Скоростной интернет уже появился в 12 социально значимых объектах района. Оленёк станет первым населенным пунктом в арктической зоне Якутии, в котором появится мобильный 4G интернет. Таким образом, можно уверенно сказать, что это беспрецедентная по масштабам работа в труднейших природно-климатических условиях. Проложено более 400 километров линий, потрачено несколько лет работы специалистов связи, властей Якутии и Оленёкского района. Сегодня состоялось знаменательное событие в истории цифровизации нашей республики. Впервые у нас волоконно-оптическая линия связи пришла за полярный круг, в районный центр, в Оленёк. В исторически короткие сроки построена данная линия свыше 400 километров. Конечно же, огромная благодарность Ростелекому, администрации Оленёкского района, всем тем, кто принимал участие в реализации данного, на самом деле, очень амбициозного, очень непростого проекта. Благодаря нему сегодня можно сказать, что Оленёк и Харьялах, Верхняя Муна, поселок Алмазников, они уже сегодня в цифровом пространстве, они уже сегодня могут пользоваться всеми достижениями, скажем так, мировой цифровой культуры. Технологии, которые применяются здесь в республике и в этом проекте, они уникальны. Самые современные, новые техника использовалась здесь, огромное количество людей было, техники привлечено. И параллельно с этим следует отметить, что мы в двух населенных пунктах, это Харьялах и Оленёк, построили современную цифровую сеть в самих населенных пунктах. И практически с сегодняшнего дня, с момента открытия, у жителей, у всех есть возможность подключиться к высокоскоростному интернету и получить самые современные цифровые сервисы здесь, в Арктике, ровно такие же, какие получают жители в городе Якутске, в Владивостоке, в Хабаровске. Также в рамках рабочей поездки в Оленёкский и Венкийский национальный район Айсен Николаев принял участие в торжественном мероприятии по вводу в эксплуатацию в селе Оленёк дизельной электростанции. Ввод этого объекта значительно повысит надежность электроснабжения не только жителей села Оленёк, но и потребителей в селе Харьялах с населением более 3000 человек, расположенного на противоположном берегу реки Оленёк. Глава республики отметил, что объект построен по линии Якутскэнерго. Руководитель региона подчеркнул, что автоматизированная ДЭС уже начиная со следующего года позволит экономить до 75 тонн дизтоплива, что для Оленёкского района огромный объем. Тем временем 217 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Якутии за последние сутки. Из них в Якутске заболели 115 человек. В Мирнинском и Ниренгринском районах по 9, по 7 случаев, в Валданском, Вилюйском и Мегнокангаласском районах. Еще в 21 районе выявили от 1 до 5 случаев. Данные видите на своих экранах. За сутки лаборатории республики провели более 3000 исследований на COVID-19.
И необходимо обратить внимание, что на протяжении всего времени, если, например, сравнивать Мегино-Кангаласский и Намский район, то более дисциплинированный оказывается сегодня Намский район, в котором появляется возможность достичь и уменьшения количества случаев, и, соответственно, и сегодня и высвобождение коек, и более четкую стабилизацию ситуации. Мегино-Кангаласский район, исходя из своего территориального расположения, так ситуацию и не может урегулировать, ее стабильной назвать нельзя. Поэтому сегодня до сих пор продолжают быть заняты подинфекционные стационары, в том числе и интернаты учебных заведений, что, конечно же, не может не вызывать определенного рода вопросов. Тем не менее, это вынужденная мера, которую сегодня на территории Мегино-Кангаласского района применяем, исходя из того количества случаев, которые есть. В Якутию поступили бесплатные лекарственные препараты, предназначенные для амбулаторных больных COVID-19. До этого бесплатным лечением могли пользоваться только стационарные больные. Напомним, в начале ноября на все эти цели из федерального центра в регионы было направлено более 5 миллиардов рублей, 36 миллионов из которых выделено Якутии. Репортаж нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Склад Якутской городской больницы номер 3 пополнился новыми бесплатными препаратами, предназначенными для амбулаторных больных с COVID-19. С начала пандемии здесь зарегистрировано 7 тысяч заболевших. На сегодняшний день 800 из них находятся на амбулаторном лечении. Все они имеют право на бесплатное получение противоковидных препаратов. Из средств федерального бюджета на порядка где-то 800 тысяч поступило нам лекарства. Из собственных, из средств поликлиники у нас было закуплено для амбулаторного лечения где-то на 3,5 миллиона. В целом на эти цели только для Якутии из федерального бюджета направлено более 36 миллионов рублей. Поступившие лекарственные препараты уже распределены по республиканским медицинским учреждениям. Более 12 тысяч препаратов уже поступило, распределены во все медицинские организации нашей республики. Кроме того, идет также поступление дальнейших других препаратов. Тоже будет распределено в медицинские организации. Интерферон, различные антибиотики, парацетамол. Все по схеме 9-й версии лечения, отмечают врачи. Препараты выдаются строго по предписанию лечащего врача. Больным их доставят прямо на дом. На вызове, врач с собой носит определенные лекарства. Если на вызове у него попадется пациент с ПЦР положительным результатом уже на руках, он может уже под расписку выдать ему на руки лекарства. И если те лекарства, которые он назначает с собой, нету, он может дать заявку медсестре, чтобы на завтра бригада доставила лекарство этому пациенту. Каждый поступающий в поликлинику лекарственный препарат имеет свой порядковый номер. Напомним, система маркировки лекарств в России появилась недавно. Пока она имеет упрощенный механизм и позволяет не только своевременно мониторить движение препаратов, но и регулирует продажу подделок. Каждая упаковка, она мониторируется, движение лекарственного препарата до потребителя. Препарат вносится в систему, поэтому, когда поступает сюда, тут проводится приемка лекарственного препарата, а после этого мы уже начинаем выдавать нашим пациентам. В среднем на одного амбулаторного пациента будет потрачено 7,5 тысяч рублей. Напомним, ранее им приходилось покупать лекарства на собственные средства. Мы все переболели, всей семьей. Но мы с легкой формой переболели, ничего страшного. Вы покупали лекарства тогда еще на свои средства? Да, тогда, в общем-то, все было. Это в сентябре месяце мы переболели, уже давно, 2 месяца назад. Между тем, как раз с сентября месяца бесплатной мерой поддержки смогли воспользоваться 13 тысяч амбулаторников. Так что этот механизм для многих якутян уже знаком. Помимо федеральных средств, республика в ближайшее время выделит дополнительно 68 миллионов рублей на эти же цели. Так что бесплатных лекарств хватит всем. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Сейчас короткая пауза, буквально 1 минута. Вернемся и продолжим программу «Итоги дня». Смотрите далее. Стартап-депо. В рамках этой программы впервые якутские разработчики представят свои проекты. Какие? Готов к труду и обороне. Возобновлен прием и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Проблема бездомных собак в Ниренгринском районе. Жителей беспокоят бродячие животные. Сюжет из «Серебряного бора».
Участвовать может каждый. В России будет проведен всероссийский правовой юридический диктант. Кто и как может участвовать. Это программа «Итоги дня» на канале «Якутия-24» в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Проблема бездомных собак все больше и больше беспокоит жителей Нерюнгринского района. В новом законе об ответственном обращении с животными прописано множество пунктов, в том числе о содержании, кормлении, ветеринарном уходе животных. Закон есть, а способ его реализации еще до конца не продуман, считают в Нерюнгринском районе. Если в городе Нерюнгри сложность этой ситуации еще выражена не так ярко, то в поселениях района она скоро может стать критичной, считают жители. В частности, в поселке Серебряный Бор. Репортаж нашего корреспондента. Жители поселка обеспокоены не на шутку. По его улицам гуляют стаи собак. В основном это питомцы, оставленные хозяевами на улице после дачного сезона. Они сбиваются в стаи и выходят в поселок, к людям, в поисках пищи. Кроме того, есть домашние собаки, выпускаемые хозяевами погулять. Они тоже присутствуют в стаях. Иду, и стаи 3-4 всегда встречаются собак. Мы живем возле детского садика и района школы. Там ходят дети маленькие. И вот это вот видишь, даже в окно, сидя дома, смотришь в окно, и я все время выскакиваю и отгоняю этих собак, потому что жалко детей, они ж не могут с ними справиться. На Серебряный Бор из республики выделено 619 тысяч рублей субвенции на отлов безнадзорных животных в 2020 году. При этом, по словам работников администрации, в поселке нет здания, которое можно было бы адаптировать под приют согласно требований нового ФЗ. Мы весь 2020 год размещаем закупку на портале госзакупок, но никто не желает принять в ней участие. Никто не соглашается на тех условиях, которые федеральным законом определены, за такую сумму работать по отлову безнадзорных животных. 11 декабря Управление ветеринарии района будет бесплатно чипировать поселки домашних животных. Эта процедура позволит определить местонахождение питомцев в случае их потери. На сегодня, к сожалению, это единственное, что смогла решить администрация поселка в этом вопросе. В муниципалитете предлагают отсрочить действие федерального закона. На уровне Государственной Думы федеральный закон отложили его действия и разрешили их хотя бы в ближайшие 2 года отлавливать. Пока республика, это же полномочия государственные, и вот республика именно должна, по нашему мнению, определить платформу, на которой этот закон будет реализовываться. Создать какие-то либо учреждения, либо построить приюты, выделить финансирование на строительство этих приютов, определить вот именно содержание штатов. Проблема с бездомными собаками остается, к сожалению, одной из самых острых для Нерюнгринского района, и пока способов ее решить нет. Создание приюта, отвечающего всем требованиям нового закона, невозможно в силу нехватки бюджетных средств. Однако и с нерадивых хозяев, по вине которых животные оказываются на улице, ответственность снимать нельзя. Тамара Игнатьева, Сергей Козюра, Нерюнгри. Впервые якутские стартаперы и разработчики представят свои проекты в программе «Стартап-депо». Мероприятие, которое проводят дальневосточные железные дороги совместно с венчурным фондом Yellow Rockets, стартовало сегодня в столице республики. Подробнее Агафья Гоголева. Площадка «Стартап-депо» ищет инновации в Якутии для российских железных дорог. Образовательные мероприятия также пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске. Мы очень много знаем про Якутию. Мы видим, что действительно в Якутии сильная развитая экосистема, здесь появляются сильные стартапы. Именно поэтому мы приехали сюда с коллегами из РЖД, чтобы найти здесь сильные проекты. В течение 2 дней якутские разработчики пройдут образовательную программу, хакатон, презентационные сессии и индивидуальные консультации. Нам предстоит более плотное ознакомление с проектами в рамках так называемой экспертной карусели. Вот она начнется сейчас и будет проходить в течение этих 2 дней. И мы отберем проекты уже на такую региональную, как мы ее называем, защиту. Те команды, которых мы отберем, они будут иметь возможность пройти мини-акселератор с участием наших партнеров компании Yellow Rockets. Вот Сергей Богданов, директор компании, будет в распоряжении якутских стартаперов эти 2 дня работать.
Среди участников есть разработчики известного робота-уборщика Vidroid. Теперь команда представит автономного робота-дезинфектора Vidroid Photon для очистки воздуха внутри помещений от вирусов и бактерий. Для нас очень интересно было бы предоставить решение в плане дезинфекции помещений, станций, депо, складов и, само собой, вагонов. Для этих целей мы и разработали робота-дезинфектора, способного преодолевать узкие места для работы с РЖД России. В стартап-марафоне принимают участие 30 резидентов технопарка «Якутия». Всего будет представлено порядка 20 проектов. Победители примут участие в финале мероприятия, который состоится 18 декабря в Хабаровске. Агафья Гоголева, Джулус Иннокентьев, Якутск. С 3 по 12 декабря в России будет проведен очередной социально значимый проект. Это всероссийский правовой юридический диктант. Он пройдет в онлайн-режиме. Принять участие в тестировании можно на сайте юрдиктант.рф. Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика – Конституция России с поправками 2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные права. В столице Алмазного края в детском саду «Белоснежка» восстановили работу бассейна. Ремонтные работы по реставрации бассейнов проводятся и в других детских садах Мирного. Подробнее в сюжете Марферины Алексеевой. Занятие по плаванию теперь стало самым любимым времяпрепровождением среди воспитанников детского сада «Белоснежка». О былых уроках плавания в садах города Мирного уже все давно позабыли. Бассейны не использовались более 15 лет. Сейчас же оздоровительное плавание 2 раза в неделю посещают ребята от 3 лет. Это средние, старшие и подготовительные группы. Уроки плавания длятся около 30 минут. С малышами занимается инструктор. Сначала это общеразвивающие упражнения на суше, затем тренировка в чаше бассейна. Такие занятия способствуют развитию силы и выносливости почти всех мышц тела, при этом колоссально укрепляя дыхательную систему. Очень большой интерес, и каждый родитель пожелает своего ребенка оформить в детский сад, где имеется бассейн. У нас 100% посещаемость. Согласно Санпину и положению о бассейнах, справка должна обновляться каждые 3 месяца. Это сдается анализ на яйцеглист. Справочку приносят в детский сад о том, что ребенок может посещать бассейн. Полностью заменена система подогрева и очистки воды. Современное устройство круглосуточно фильтрует и обеззараживает воду через ультрафиолетовый комплекс. Бесперебойную работу и качество воды обеспечивает отдельный специалист, прошедший специальное обучение. Ежедневно мы записываем в журнал, ведем учет качества воды. Температура у нас в бассейне 30 градусов, воздуха у нас 30, 31, 32. Запах хлора не ощущается из-за того, что в воду поступает газообразный хлор. Возобновить работу бассейнов удалось благодаря финансированию акционерной компании «Алроса» и Мирнинского района. На реконструкцию объектов выделили 30 миллионов рублей. На данный момент ведутся ремонтные работы еще в 2 учреждениях города. Это детские сады под номером 3 и 54. Здесь проводится полная реконструкция, так как техническое состояние помещений не соответствовали санитарным нормам. Также применены решения по автоматизации приточной вентиляции, вытяжной вентиляции. Обеспечивается в бассейне необходимая влажность и необходимый воздухообмен. Значит, дизайн-проект выполнялся, и, как вы видите, уже стеночки у нас такие очень красивые, из мозаичной плитки, с расцветкой такой нестандартной. Планируем уже все в новом году запустить бассейн уже, и полный рост обеспечивать как раз образовательную деятельность. На сегодняшний день на территории Мирнинского района действует 6 детских садов с программой оздоровительного плавания. К концу года таких учреждений станет 8. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Возобновлен прием и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Якутии. По сообщению Минспорта, с учетом текущей эпидситуации, работа центров тестирования ГТО для населения допускается при условии 50% загрузки от единовременной пропускной способности спортивного объекта в республике. Сюжет Юрия Осипова.
Аэлита в этом году выпускается из школы. Решила сдавать нормативы ГТО, чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Признается, что это нелегко, но ей помогла спортивная подготовка. В детстве Аэлита занималась аэробикой и легкой атлетикой. Я особо не готовилась. Просто я думала, что... верила в себя, что сдам. Самое сложное для меня – это бег на длинные дистанции. А вот самое легкое – это силовые и гибкость. Нормы ГТО рассчитаны на проверку всех физических данных. Так желающие сдают нормативы на силу, скорость, выносливость, гибкость и меткость. В декабре мы уже каждую среду принимаем манежи силовые и беговые упражнения. Четверг в Чалбоне, бассейне уже плавание. И футбольные манежи в Дохсуне каждую пятницу стрельбу принимаем. Сдача нормативов проводится с соблюдением всех мер по недопущению распространения COVID-19. Так, объект, на котором принимаются нормативы, должен быть заполнен не более чем наполовину. Кроме этого, обязательно требуется медицинская справка о допуске к занятиям физкультурой. Комплекс ГТО проводится для выпускников. Дополнительные баллы к ЕГЭ добавляются, а взрослое население можете прийти и проверить свои физические данные. Не более 15 человек допускается в объекте, и 50% человек можно допускать. В этом году на сдачу нормативов ГТО записались более 115 тысяч якутян. Больше 40 тысяч уже прошли тестирование, и более 10 тысяч из них получили знаки отличия. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. В пятый день чемпионата России по боксу в Оренбурге прошли четвертьфинальные бои весовой категории до 52 килограммов. Трехкратный чемпион России, двукратный чемпион мира Василий Егоров не испытал проблем в бою против Максима Стахеева. В полуфинале Егоров встретится с Артуром Накопетяном из Москвы, который сегодня прошел в следующий раунд лишь благодаря травме другого якутского боксера Евгения Мартынова. Также сегодня в весовой категории до 57 килограммов в ринге выступал еще один боксер из Якутии, трехкратный чемпион Дальнего Востока Михаил Варламов. В 1/8 якутянин уступил по очкам победителю первенства Европы прошлого года Всеволоду Шумкову из Петербурга. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия-24 и каждый день будьте в курсе вместе с нами. Берегите здоровье и носите маски.